Линия соприкосновения, где ведут свое боевое дежурство бойцы добровольческих батальонов из Татарстана. Специальный репортаж моих коллег Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. Свиной грипп на пике эпидемии. Подсолнечник и царица полей в ледяном панцире. Дело в разгильдяйстве или неумении планировать. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Ковид вошел и пришел в нашу жизнь не просто надолго, а навсегда. Мы с этим будем жить. В нашем стационаре находятся десятки человек, которые заразились вирусом гриппа. Смотреть в оба. Вновь на волне эпидемии ковид и грипп атакуют. Я же горжусь тем, что я родился и живу в России. Я в любой момент должен встать и пойти за Россию. Повезло то, что добровольческий отряд был создан в Татарстане и со своими земляками. И удобно, и хорошо. Добровольцы из Татарстана как несут службу и как поддерживает Родина. Посреди комнаты висит люстра. Из люстры капает, под люстрой стоит ведро. Неоднократно управляющая компания делала опись данных недоработок. Никто нам ничего не исправил. Дом-призрак или дом-ловушка. Классическая сказка про 3 поросенка. В России стремительно растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Обеспокоенность выражают на самом высоком уровне. Власти принимают меры по усилению темпов тестирования и вакцинации. Вводятся ограничительные меры. На этой неделе тему обсудили на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Регулярно о необходимости реагировать оперативно, более решительно на рост вирусных инфекций, заявляет и Рустам Минниханов. Эти призывы, конечно, быстрее всего доходят до чиновников системы здравоохранения. Журналисты все чаще бьют тревогу, показывают и рассказывают, почему опасно недооценивать эпидемиологическую угрозу. Однако население, общество в целом пока, по крайней мере, ни в какие риски и опасности верить сильно не хочет. И не мудрено. Давайте вспомним, мы и коронавирус изобретательно могли обесценивать даже на пике его могущества. Грипп же после всего, что мы пережили, не кажется очередным испытанием. Если бы не одно «но», точнее 2. Во-первых, гриппом мы почти не болели во время пандемии, и, как мы теперь знаем, иммунитета у нас недостаточно, чтобы считать себя неуязвимыми. Во-вторых, это по большей части свиной грипп, очень опасное заболевание, с которым мы познакомились в 2009 году, и повторений совсем не хочется. Какая лучшая защита от любого штамма гриппа? Да та же самая, о которой мы твердим с конца 2020 года – вакцина. А сегодня это слово нам пора привыкнуть употреблять во множественном числе. Вакцины. Их должно быть как минимум 2. Проблема еще и в том, что никуда не делся и коронавирус. Госпиталей меньше, больных меньше, осложнений меньше, но никакой победы не пахнет. Михаил Любимов снова побывал в инфекционных госпиталях Казани и убедился, что глядеть теперь нужно в оба. Наталья Дмитриевна, конечно, многие, увидев нас с вами опять вот в этих облачениях, скажут, ну что, опять, а зачем опять пошли в красные зоны? Вроде как несколько другие события в мире происходят, об этом надо говорить. А об этом уже говорить не надо, как вы считаете? Я считаю, что об этом не стоит забывать никогда. Ковид вошел и пришел в нашу жизнь не просто надолго, а навсегда. Мы с этим будем жить. Поэтому и говорить об этом надо, и забывать об этом не стоит. Ну вот еще эта надпись, она так и остается. И красные зоны до сих пор существуют. Инфекционный госпиталь 7-й Казанской горбольницы, некогда самый крупный госпиталь республики, сегодня принимает столько же пациентов, сколько принимал какой-нибудь один районный госпиталь в последние годы. Когда-то здесь одновременно находилось до 650 человек. Сегодня пациентов около 40. Правда, число это стабильно, даже слишком стабильно. Такие пациенты с чисто COVID-19 лечатся в инфекционной больнице. Нас пока оставили только из-за того, что на первый план выходят инсульты, инфаркты, тяжелая хирургическая патология, травматологическая патология, беременные. И плюс ковид, если присоединяется, в инфекционной больнице гемодиализные пациенты в том полном объеме помощь им оказать не сможет. И мы вообще думаем, не навсегда ли мы будем одним маленьким отделением, где лечатся такие сложные пациенты. У вас голова, вы сказали, болит?
У меня инсульт был. Меня с инсультом сюда привезли из Зеленодольска. Я еще там не выздоровела. Ходить еще не могу. Голова кружится. Нынешний ковид значительно легче всех предыдущих, но при одном условии. Если у вас нет за плечами долгих лет и тяжелых болезней. Мы говорили многократно, что ковид – это болезнь сосудов. И вот таких пациентов с уже существующими сердечно-сосудистыми патологиями здесь треть. У них очень высокие риски, факторы тромбообразования, который может привести к нежелательному, скажем так, исходу, да, к летальному исходу. 13 человек из 40, да? Из 40, да. Много. Да, много. В реанимации сейчас 4-5 человек, один на ИВЛ. Но опять же, стабильно 4-5 человек. С одной стороны, вроде как вот только мы начинаем верить в то, что похоже, что мы уже уходим от него. В то же время только вот начинаем уменьшать, госпиталь начинает, и тут же начинают поступать активнее пациенты. В этом году никакая беда не ходит одна, а уж ковид тем более. Грипп нынче поднимает голову. Точнее, рыло. Очень неблагоприятная ситуация по свиному гриппу. Свиной грипп уже есть в Казани, не только в республике, но и в Казани. А свиной грипп, как вы помните, 2009-2010 год был очень страшен. Вот здесь у вас люди погибали на тех же ИВЛ. У нас, да, погибали люди. Грипп, а тем более свиной, это уже республиканская инфекционная больница, которая, конечно, не закроется никогда. Но и здесь не разучились удивляться сюрпризам матушки природы. Вот на сегодняшний день только в нашем стационаре находятся десятки, уже не сотнями, но десятками количество человек, которые заразились вирусом гриппа. Многие уже благополучно выписаны, но тем не менее. У нас ведь 2 года гриппа не было. Естественно, население, какой-то естественный иммунитет, он утерян полностью, и вся надежда только на прививку. Вот сейчас прививочная кампания заканчивается в Татарстане, она практически завершена. И у людей есть последний шанс, последние дни, когда еще можно успеть сделать прививку, пока не объявлена эпидемия, и пока заболеваемость не стала лавинообразной. Десятки больных гриппом и десятки больных тем же ковидом. Еще раз подчеркнем, что инфекции в этом году идут параллельно и, вопреки законам геометрии, вполне себе пересекаются под каким угодно углом. Медикам снова приходится повторять прописные истины. Прививались давно? Так, я, значит, прививалась 14 октября 2021 года. Немножко так подзапустили-то. Ну, потому что я телевизор смотрю и вижу, что идет намного снижение. Ведь были по 1000 цифр, а сейчас 90, 100. Вы видите перед собой общую статистику, которая к вам может не иметь ни малейшего отношения. Ну, это правильно. Потому что у вас свой организм, и вы никогда не знаете наперед, как он отреагирует на какой штамм. Да. Вот в чем вся штука-то. Все эти годы вы ни разу не прививались. От гриппа раньше всегда прививался. Каждый год. А сейчас от гриппа хотя бы? Ну вот, идти надо ведь от всего сразу привиться. Далеко до больницы идти. Я не знал, что есть на свете люди, которые ни разу не привиты. И эти люди, причем не с конспирологическим мышлением, я так понимаю, у вас его нет. Нет? Вы не считаете, что коронавирус – это выдумка Соединенных Штатов Америки? Война не закончена, случаи ковида регистрируются. К сожалению, вот вы сейчас брали интервью, вы видели, что до сих пор есть люди, которые находились во время ковида в изоляции, и только сейчас они, не получив прививку, тем не менее вышли, можно сказать, в открытый космос. И, конечно, они могут заболевать. Конечно, сейчас вирус действительно уже не тот, сейчас все-таки нынешние штаммы могут вызывать более легкие формы, но, тем не менее, в реанимации случаи ковида тоже у нас есть. В поликлиниках в эти дни снова жарко. Кое-как справляются медики и кое-как справляются и больные. Вакцинация от гриппа, меж тем, не победоносна, но завершена. Но поликлиники по традиции еще обслуживают слегка опоздавших. На сегодняшний день отмечается рост заболеваемости как гриппом, так и ОРВИ. Вакцинироваться не поздно никогда, особенно с случаем гриппа.
То есть желающие также могут прийти, и, то есть привычная кампания, в принципе, она завершена, но желающие также могут приходить и вакцинироваться. И вакцины есть? Вакцину найдем, есть. Проходят годы, а то, что говорят врачи, неизменно, потому что это наука. Наука не смотрит в окно на то, как люди одеты. Наука знает сама. Ковид и грипп – это нам смотреть нужно в оба. Как мы и говорили, уже все эти годы, вот одно от гриппа сюда, другое от ковида сюда. Причем можно от ковида сюда. Можно теперь сюда, да. Причем одновременно. Одновременно. Именно так прививаются наши сотрудники. Не в смысле там, можно, конечно, и через месяц сделать, никто не запретит. И так. Можно делать одновременно, зачем же терять время? То есть буквально вот за один приход к врачу? Да, конечно. Люди боятся, конечно, этого, им кажется, что они там начнут бороться как-то. Пусть посмотрят на меня, я прививаюсь каждый год, пока жива. Рогов, хвостов не наблюдается. У вас и от гриппа, и от ковида? Да, конечно, одновременно. Я всех призываю не играть в рулетку, не ждать ничего, а пойти и сделать прививку. И ты себя уберегаешь от осложнений тяжелых, потому что и грипп страшно, и осложнение страшно. А если еще и COVID-19 наслоится, то тут никто никаких гарантий не даст. Михаил Любимов и Роман Безменов. 7 дней. Съемочная группа программы «7 дней» продолжает работать в зоне проведения специальной военной операции. Напомним, на прошлой неделе мы рассказали о доставке гуманитарного груза из Татарстана в наш подшефный город Лисичанск Луганской Народной Республики. В течение недели в выпусках новостей канала ТНВ вы могли видеть рассказы о бойцах татарстанских добровольческих батальонов, их семьях. На этот раз путь наших специальных корреспондентов лежал через Мариуполь в Запорожскую область. Сюда представители ДСАФ Татарстана в очередной раз доставили гуманитарную помощь. Теплые вещи, необходимое оборудование, которое существенно повысит качество выполнения поставленных задач в боевой обстановке, а также новую технику. Были также доставлены именные посылки для наших бойцов татарстанских добровольческих батальонов из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. А также наши журналисты двинулись дальше, к линии соприкосновения, где ведут свое боевое дежурство бойцы нашего национального батальона. В целях безопасности самих ребят, их близких и друзей нам очень дозированно приходится выдавать информацию и даже скрывать лица наших бойцов, но поверьте, их моральный дух крепок как никогда. С материальным обеспечением тоже полный порядок. Репортаж Зуфара Давлетшина и Андрея Ключникова. Это то, что оставили после себя антироссийские войска, оставляя Мариуполь. Тактика выжженной земли применялась 80 лет назад. Последователи тех нацистов используют подобные приемы с особой жестокостью. Люди, жившие в этих домах, были когда-то гражданами Украины и пострадали от военных этой страны. Понятно, что возвращаться сюда они не собирались, потому уничтожали все, что могли, включая дома мирных жителей. Теперь по этой земле через многокилометровые очереди на контрольный пункт бывшей границы идут гуманитарные колонны, чтобы помочь каждому, кто в этом нуждается. Проезжая по главной улице Мариуполя, видно, что вывески в основном на русском языке. Относительно мирная жизнь восстанавливается. Люди уже без опаски ходят по улице, возвращаются в свои, чудом уцелевшие квартиры в разбитых артиллерией домах. За несколько сотен километров отсюда защищают их от бывших земляков российские бойцы, в том числе добровольцы батальонов «Тимир» и «Алга» из Татарстана. А малая родина всегда готова поддержать. Продукты, одежда, предметы гигиены, инструменты, бытовая техника, автомобили, специальная военная техника и оборудование поступают постоянно на один склад, откуда уже малыми партиями по мере необходимости развозятся по местам дислокации батальонов. Специальные грузы формируются по заказу бойцов и командиров,
чтобы привезти именно то, что необходимо. Повезло то, что добровольческий отряд был создан в Татарстане и со своими земляками, и удобно, и хорошо, и, соответственно, все друг друга понимают легко. Конечно, выражаю слова поддержки, благодарности за оказываемую помощь, содействие, внимание, за технику дорогостоящую, да, бронированную, она очень нам пригождается. И вообще в материальном обеспечении очень хорошо помогает. Алмаз – пулеметчик из Набережных Челнов. Имеет опыт боевых действий, служил в морской пехоте. На срочной службе, говорит, тоже были командировки, а здесь впервые. Поначалу было тяжеловато, а потом... сейчас дальше больше уже такая... Скука по дому больше и больше нарастает. А так нормально. Со своими сослуживцами уже подружились, все как родные. Здесь уже большая семья такая. Будет производиться награждение именными часами от президента Республики Татарстан за верность долгу. Прямо на боевых позициях особо отличившимся бойцам особенный знак внимания – часы от президента Татарстана. Сергей, старший наводчик батареи, житель Нижнекамска. Ушел добровольцем в июне, был контужен и снова вернулся. У сослуживцев особым уважением пользуется за чувство юмора. Семья как отнеслась? Матушка сказала, если умрешь, домой не возвращайся. А унывать, это уж, когда в землю ляжем, там подумаем. А пока до этого надо веселиться. Поработали, отдохнули. Так день и проходит, почти как на гражданке, с тем отличием, что земля ближе во всех смыслах. Чем глубже копаешь, тем меньше тебя достанут. Сергей в гражданской жизни занимался ремонтом автомобилей. Дома остались 2 детей. Самое основное – это у нас то, что НАТО продвигается ближе к нам, к границам России. Они, так сказать, хотят искоренить русское население, в принципе. Поэтому... решил таким способом помочь и своим ребятам. И сохранить будущее наших детей. Мы до этого стояли на других позициях. Именно наша рота. Были и прилеты. Мы там стояли на первой линии обороны. Было все. Землянка или блиндаж, в общем, все, что находится в земле, под землей, это в полевых условиях не только жилище, но это самое надежное укрытие от того, что может прилететь сверху. Выкопать и оборудовать блиндаж можно дня за 3, говорят бойцы. Бывает и так, что только обживешься и надо менять позиции. А поддержка земляков чувствуется везде. От республики большое спасибо. Одели, обули, обеспечили финансово, так что им большая благодарность. Все остальное решаем. Самое главное – слаженность. Если нет слаженности, то сложно какую-то задачу выполнить поставленную. Артур работал руководителем тендерного отдела, занимался продажами. Сейчас командир взвода и командир боевой машины. Сначала, да, непривычно, так скажем, страшно, страх всегда присутствует. Но со временем привыкаешь. Иногда даже не засыпаешь, когда нет какого-то обстрела. Уже как-то убаюкивает. Когда лежишь в блиндаже, там, и, допустим, наши работают, или по нам работают, уже как бы привычно. Артур тоже среди награжденных памятным подарком президента Татарстана за верность долгу, как и старшина роты Владислав. Еще раз всех благодарю за службу. Вас всех ждут на родине. Огромный всем привет лично от президента Республики Татарстан и от всего населения Республики Татарстан, которое любит вас и ждет. В жизни на гражданке Владислав строитель, прораб. Готов и здесь после освобождения этих земель заняться их восстановлением. Почему приняли такое решение прийти именно добровольцем? Помочь. Все-таки мы рождены еще в Советском Союзе. Это наш долг. Я же горжусь тем, что я родился и живу в России. И, соответственно, я в любой момент должен встать и пойти за Россию. Как семья-то отнеслась, когда уходили, приняли такое решение? А не знали никто. Вот как. Да. Получилось. Я ничего никому не говорю.
Ни друзья, ни знакомые, никто не знал. Ирик, командир отделения связи, тоже скрыл от мамы свое решение пойти добровольцем, чтобы не беспокоилась. Дома ждут жена и 5 детей. Потянул беспредел их, то, что мы с детьми сидели, новости смотрели, у меня дети увидели то, что дети страдают. И я понимаю то, что лучше их здесь бить, чем у себя. Бояться тут нечего. Все близкие помогут рядом стоять. Ну, здесь одна огромная семья просто. Вот. Мы все приехали с Татарстана. Вот, и все считают себя братьями, друзьями. Здесь бойцы из соседних с Татарстаном регионов. Немало тех, кто прошел еще советскую армейскую подготовку. Виталий родом из Одесской области, ныне житель Мариэл. Здесь заместитель командира взвода обеспечения. На взводе ответственность за то, чтобы бойцы получали вовремя все необходимое. Йошкар-Оле отказали призывать из-за возраста. Я увидел в интернете объявление. Военкомат Советского района города Казани объявляет набор. Позвонил, меня пригласили. Прошел медкомиссию, призвали. Работал в спецназе управления исполнения наказаний Мариэл, прошел через 2 чеченские кампании. Есть с чем сравнивать. Общего очень мало. Вот. Здесь в основном артиллерийские дуэли и ракетные обстрелы, а стрелкового боя здесь вообще не было ни разу. Даже на передовой, когда были, в основном нас с орудий обстреливают, с минометов. Очень много квадрокоптеров работает против нас. Большую помощь от Татарстана получают бойцы и других батальонов российской армии. Например, в виде бронеавтомобилей «Ахмат» производства Камского автозавода. Скорость по асфальту больше 100 километров, проверено. Проходимость в полевых условиях не хуже, чем у другой боевой техники. При этом комфортные условия для десанта и полноценная защита от пуль и осколков. Сергей здесь работает почти по гражданской специальности. Дома был автомехаником, здесь водитель. Семье сначала тоже сказал, что уехал в командировку, не уточняя, куда именно. О конкретном месте узнали только через месяц. В молодости срочную службу проходил в Афганистане. Здесь как-то жестче немножко, по-другому. Тут и нету стрелковой войны такой. Потому что здесь все обстрелы идут просто. Ракетная, минометная война, вот такая. Почему мы победим? Ну, я думаю, что у нас армия сильнее, все равно. Победа за нами. В любом случае мы победим. Потому что за нами вера, за нами сила, за нами правда. Я считаю, что это зараза. С ней надо бороться. Наши деды боролись с ними. Теперь приходится нам бороться. Только победа, только вперед. Без этого никак. Там, где мы, там победа. В минуты тишины мысли у костра примерно одинаковые у всех. Чтобы сверху не падало, чтобы быстрее сделать то, для чего сюда пришли, и с победой вернуться домой. А еще о том, что приготовить на обед, когда будет полевая передвижная баня, и, конечно же, о тех, кто ждет дома. А в Татарстане их ждут, даже те, кто не знает лично. Ребята из лицея, из Казанского лицея «Ресурс» написали специально письма, когда узнали, что мы едем сюда. Подарок получили, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов и бойцы именного батальона. 7 дней. Продолжаем программу «7 дней». Видели вы когда-нибудь, как дом разваливается по кускам прямо на ваших глазах? И нет, это не дореволюционная постройка, а вполне новый дом. Посмотрите, современный, в европейском формате. Однако красивая обложка скрывает буквально отсутствующую изнанку. Многоквартирный дом на улице Радужная города Азнакаево. Жильцы этого экстремального объекта говорят, что живут как на пороховой бочке. Многочисленные трещины по стенам, продуваемые окна, протекающие крыши и полы, что крошатся в пыль. В доме 144 квартиры, 144 семьи, запертые в ловушке. Жить невозможно, а вот выселиться не могут, ибо попросту некуда. У многих нет выбора. Большая часть квартир продана по социальной ипотеке. При строительстве данного дома Госжилфонд Республики выступил дольщиком, участвующим в финансировании строительных работ. Застройщик дома проводил весь цикл строительного производства, включая проектирование, строительство и ведение технического надзора. Объект был сдан после проверки Росстройнадзора и принят местной администрацией. И дошел до людей вот в таком виде.
О проблеме знают в Следственном комитете России. Разобраться в ситуации поручил лично Александр Бастрыкин. А пока жители опасаются, что постройка может рухнуть в любой момент. Диляра Юсупова попыталась разобраться, на каком этапе провалилась система и как теперь избежать провала дома в самом прямом смысле. Вот это вот фасад нашего дома. Утеплитель, пенопласт. Классический сказ про 3 поросенка в действии. Только другого качественного дома, где все могли бы жить, нет. Есть только вот этот, по улице Радужной, с совсем нерадужными перспективами. В 2015 году, в декабре, 26 декабря получили ключи от квартиры. 29 декабря мы зашли, были в шоке от того, что везде трещины, везде все продувало, снег лежал на подоконниках. Проваленные были пороги, не было ручек от окон. В общем, там вообще был ужас. Полотенцесушители капали, счетчики выпадали, их опломбировать даже не могли. Все полностью валилось. Неоднократно управляющая компания делала опись данных недоработок. Никто нам ничего не исправил. В итоге в течение этого времени становилось все хуже и хуже. А дом сдали фактически без крыши. Ну, представьте, дом без крыши, а мы на 6-м этаже. И вот с 2010 года каждый год заливает. Вот вы представить не можете. Это угол. Посреди комнаты висит люстра. Из люстры капает, под люстрой стоит ведро. И вот в этом доме, в этой квартире у нас выросли двое детей, 2 внука. Сколько мы настрадались с этой квартиры, в конечном итоге выехали оттуда. Сейчас эта квартира пустая, потому что там невозможно жить. Эти натяжные потолки меняли, наверное, раз 5-6. Посмотрим, как дело обстоит изнутри. Это нежилая квартира на 1-м этаже вот-вот сложится, как спичечный коробок. Трещат стены, проваливаются полы. Вот здесь живут пенсионеры. Среди всего, что мы видели, это самое приличное. Дырявые углы, пятна на стенах на фоне всего остального уже не кажутся каким-то абсурдом. Шатается все время. Вот уже балкон, наверное, еще чарга может. И тюбеден су утягивает постоянный. Это невозможно. А это уже мы в гостях у молодой матери, которая отказалась сниматься. Камера не передает запах сырости и плесени, которой здесь пропитано все. Из чего состоит стена? На крышу поднялся, смотрю, а там плоская поверхность. Никакого уклона нет. То есть строители несущую поверхность создали, бетон залили и просто на этот бетон наклеили рубероид. Все. Вот и все устройство крыши. Вкратце предыстория. Здание было построено в 2010 году. При строительстве основным дольщиком выступил Государственный жилищный фонд республики. Большая часть из 144 квартир были проданы по социальной ипотеке. Именно к ГЖФ теперь у жильцов ворох претензий. При строительстве данного дома Госжилфонд выступил дольщиком, участвовавшим в финансировании строительных работ. Застройщиком дома, который проводил весь цикл строительного производства, включая проектирование, строительство и ведение технического надзора, является ООО «КСТ-2000». Согласно решению суда, устранение всех замечаний возложено на застройщика. Мы такая же пострадавшая страна, как и жители. С одной стороны, оно вроде и так, фонд не является застройщиком, а с другой, когда дольщик принимает объект от застройщика, он должен проверить качество приобретенного имущества до того, как подписывать акт приемки. Согласно экспертизе Судебно-экспертного центра Следственного комитета России, дом признан аварийным, но суд решил немного иначе. Иск был удовлетворен частично. Застройщик признан виновным, а зданию приклеили формулировку «небезопасный». Обязали общество с ограниченной ответственностью вот этого застройщика-банкрота провести противоаварийные мероприятия по разгрузке конструкции, устройству временных креплений, стоек, подпорок, ограждения опасной зоны. Вот, взаимодавец ГЖФ, заемщик, фонд «Азнакай». То есть все фонды участвовали, все достраивали, и никто не виноват. Виноват именно КСТ-2000. Нет, ну я виноват-то бог с ним. Я, как говорится, свою вину не отрицал никогда. Недоделки в строительстве есть абсолютно у всех. Я говорю, дом не аварийный, дом безопасный для проживания. Есть неудобства, конечно. Трещины в перегородках есть. Это
своевременно их просто-напросто выявлять, штукатурить. И свое субъективное личное мнение выскажу, то, что управляющая компания, ни одна управляющая компания в городе, как говорится, без городских властей просто не существует. Были ли материалы некачественными или была нарушена технология при строительстве, сказать теперь сложно. Дом каким-то образом прошел экспертизу Росстройнадзора. И все. Все как бы ни при чем. ГЖФ кивает в сторону застройщика, а сам застройщик в сторону управляющей компании и администрации города. Классика жанра. Эстафета передается по кругу, и мы снова упираемся в тупик. Решение суда гласит, чтобы КСТ-2000, вот эта подрядная организация, необходимо выполнить противоаварийные мероприятия. КСТ-2000 нанял подрядную организацию «Кедр». Но, к сожалению, там подрядная организация на сегодняшний день не осуществляет финансовую деятельность, поэтому у них нет средств. И тут мы обратились в республику, там оказали финансовую помощь на вот эти проведения противоаварийных мероприятий. Но, к сожалению, мы столкнулись с трудностями. Это надо будет, чтобы все это усиление произвести, надо попасть в квартиры. Но, к сожалению, мы со стороны некоторых жителей не нашли понимания. Это необходимо сделать, чтобы дом не рухнул. На месте подрядная организация. Показывает проект укреплений, но жильцы больше не готовы доверять. Они не уверены. Не уверены, что подпорки необходимы. Не уверены, что все будет сделано должным образом. Не уверены, что кому-то вообще есть дело до них. Вы не отвечаете за жизни наших детей, за всех жителей. Зачем мы вообще с вами разговариваем, если вы ни за что не отвечаете? Вы просто... Где ваше руководство, которое отвечает за все? За это не отвечаете. Да, зачем вы нам сейчас что-то объясняете, если вы за это не отвечаете? Объясните мне, пожалуйста. Никто не знает. Да, но вы объясняете... Мы живем в постоянном страхе из-за того, что дом действительно может рухнуть в любую минуту, как карточный домик. Проводить в данный момент необоснованные и небезопасные для жильцов мероприятия без их расследования – это то же самое, что рубить сук, на котором ты сидишь. Подрядная организация готова выполнить работы, но не готова брать ответственность. И на вопрос, а что будет, если не поможет, уклончиво отвечает: гарантий нет, но если что, отвечать будем не мы. Я отвечаю за колонны, за стойки, за разгрузку конструкции. Да. А вы реально уверены, что это поможет? Как строитель, вот вы мне скажите, не как человек, которого вас наняли, а вот как... Я вам еще раз говорю, это не моя прерогатива рассуждать об этом. Если я откажусь, просто найму другого, который придет поставить также колонны. Спускаемся в подвал, временные балки. Воистину дом вверх дном, только это совсем не иллюзия. И вот эта площадь должна удерживать многотонную конструкцию. Это разве реально? Это нереально. Вот она, самая низкая точка дома, основание фундамента. Весьма неглубокая, даже по ощущениям примерно 40 сантиметров. Я, как не строитель, все равно понимаю, что должно быть гораздо глубже. В лабиринтах разрушенного дома есть выход, если идти на свет, но для этого нужно сделать шаг. Руководство республики в курсе тоже. И республика, Минстрой запросили у нас разные варианты уже, информацию запросили, мы им периодически направляем информацию. Это и земельные участки, например, под строительство нового дома. Потом запросили наличие квартир у ГЖФ, например, здесь сколько свободных квартир ГЖФ. Вот всю эту информацию мы направили. И сейчас вот рассматривается вопрос дальнейшей судьбы этого дома. Я, конечно, попросил бы жителей совместно с их помощью провести вот эти противоаварийные мероприятия в кратчайшие сроки. Для этого обеспечить доступ к квартире. Укрепление всего лишь временная мера. Все будет, обещают власти. Но пока дом трещит по швам. И каждый из этих швов может стать роковым. У жильцов тем временем дилемма – верить или нет в то, что уже проходили неоднократно. Обещания, как и дом, могут рухнуть в любой момент. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Мы оцениваем, что не менее чем на 1 миллиард у нас зерна находится еще в полях. Если корзина будет безо льда и стебель безо льда, все, его спокойно можно убирать. Понимаю, что в этом году погода внесла свои коррективы в уборку, то, что затянулось, но все равно мы уберем, все будет хорошо.
Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Турции. Делегация республики посетила провинцию Бурса. Турция – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот вырос на 55% и превысил 563 миллиона долларов. Также президент встретился с губернатором провинции Якупом Джанбулатом, мэром города Алинуром Акташем и председателем торгово-промышленной палаты Ибрахимом Буркаем. Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом Казахстан в городе Сарань Карагандинской области. Президент Татарстана принял участие в выпуске первой автомобильной шины казахстанского производства. Это первый в стране новейший завод по выпуску автомобильных шин. Ранее аналогичная продукция полностью импортировалась, в том числе из нашей республики. Рустам Минниханов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Законодатели Поволжья предлагают продлить действие национального проекта «Культура» до 2030 года. Об этом заявили в Йошкар-Оле на встрече Ассоциации законодателей округа. Совещание провел полпред Игорь Комаров. Участие принял председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. На заседании его наградили орденом Александра Невского. Рустам Минниханов посетил Российский национальный исследовательский и медицинский университет имени Пирогова в Москве. Президенту показали отдел молекулярных технологий, который занимается исследованием и выделением клеток для лечения аутоиммунных заболеваний. Рустам Минниханов также встретился со студентами-выходцами из Татарстана. Также в Москве Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения премии имени Тихомирова в области промышленного строительства и проектирования. Всего экспертный совет рассмотрел 73 заявки из различных регионов страны. В номинации «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения» победителем признан авторский коллектив казанского гипро-НИИ «Авиапрома». Рустам Минниханов жестко раскритиковал работу разных ведомств в части повышения инвестиционной привлекательности. В Доме правительства обсудили результаты Татарстана в национальном рейтинге инвестклимата в субъектах страны. По итогам года республика занимает второе место, уступая лишь Москве. Но по ряду критериев есть серьезное отставание. Критике подверглась работа Минстроя Республики Татарстан, а также Агентства инвестиционного развития. Рустам Минниханов принял участие в заседании медиаклуба при полномочном представительстве Татарстана в России. Оно прошло в Москве. Медиаклуб объединяет более 120 журналистов, представителей ведущих московских и федеральных СМИ. Все они выходцы из Татарстана. Они поддерживают общественные инициативы, направленные на развитие экономики республики, помогают в реализации проектов по сохранению культуры и языка. В Москве подписали соглашение о продолжении сотрудничества между Министерствами культуры Татарстана и Третьяковской галереей. На подписании документа присутствовал президент Рустам Минниханов. Среди прочих, соглашение предполагает организацию выставки пионера медиа-арта Булата Галеева, обучение сотрудников музеев Третьяковки и выезд специалистов в республику для оценки фондов. В рамках соглашения предполагается сотрудничество в реализации совместных культурных и туристических проектов. Государственные органы Татарстана теперь должны вести страницы в соцсетях, ВКонтакте и Одноклассниках. Это в русле федеральных новаций на сессии утвердил Госсовет Республики. Повестка парламента была короткой, но насыщенной. Законодатели утвердили членов нового состава Общественной палаты Республики. Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Набережные Челны. На заводе КАМАЗ он осмотрел новейшие модели и лично испытал некоторые автомобили на заснеженной дороге. Затем президент принял участие в заседании Совета директоров компаний. Здесь обсудили достигнутые КАМАЗом финансовые показатели и наметили планы на 2023 год. По различным показателям Республика Татарстан входит в тройку лидеров. Это и социально-экономическое положение, и инвестклимат, и качество жизни населения. Такую оценку дал глава Минфина России Антон Силуанов на совместной коллегии финансовых, налоговых и казначейских органов республики. Он каждый год лично приезжает на подведение итогов. Здесь же обсуждали будущее нацпроектов, доходы и расходы республики. Совещание провел Рустам Минниханов. Рустам Минниханов посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. Президент Татарстана ознакомился с ходом строительства объектов в рамках государственной программы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Сейчас на его территории идет реконструкция, а также техническое перевооружение. Продолжаем программу «7 дней». Жесткой критике от Рустама Минниханова подверглись руководители министерств и ведомств и главы крупных компаний на совещании по повышению инвестиционного климата в регионе. Не дело, когда на согласование каких-то документов по оформлению земли и подключению к коммуникациям уходят не недели, а долгие месяцы, возмущался президент Татарстана. Зачем мучаете людей? О какой поддержке бизнеса, инвестора тогда может идти речь, если на ровном месте создаются такие бюрократические проволочки? Сейчас это вопрос номер один. Нужно не успокаивать себя тем, что Татарстан уже 4-й год подряд сохраняет 2-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. При таком подходе в этой таблице легко можно скатиться за пределы первой десятки. Нужно упорно и, что называется, на земле работать с каждым предпринимателем.
Возможности такие есть, особенно в Татарстане, учитывая, какое внимание в республике уделяется тем же вопросам цифровизации. Один из самых наглядных тому примеров – взаимодействие в сфере налогообложения. Сейчас в Татарстане, еще в 3 регионах страны, в Москве, Московской и Калужской областях, идет реализация пилотного проекта по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Суть в том, чтобы сделать процесс уплаты налогов максимально комфортным и прозрачным. Фактически малый бизнес полностью освобождается от какой бы то ни было налоговой отчетности. Ставка вполне приемлемая и огромный плюс – предприниматель освобождается от уплаты страховых взносов. Кого касается эксперимент, как перейти на автоупрощенку, подробнее в нашем репортаже. Часто бывают простые решения, самые правильные и эффективные. По-моему, тот, кто придумал этот эксперимент с самозанятыми, в России просто гений. Сколько даже не лет, десятилетий чиновники пытались вывести из тени этот микробизнес. Ничего не выходило. Проверки, увещевания, жесткие меры не помогали. В 2019-м налоговики сделали, казалось бы, парадоксальный шаг. Не просто минимум отчетности, а практически ее отсутствие. Супер простой, в то же время удобный электронный сервис. Налоговая ставка 4% для тех, кто оказывает услуги и продает товары физлицам, и 6% для работающих с юрлицами. Все. Оплата в один клик. Сегодня все эксперты признают, эксперимент превзошел самые смелые ожидания. Из тени вышли и зарегистрировались самозанятыми более 6 миллионов человек в целом по России и более 230 тысяч только по Татарстану. Эти цифры постоянно меняются, количество растет. У налогоплательщиков в Татарстане сейчас есть выбор: работать в качестве самозанятого на патентной системе или платить налоги по упрощенной системе налогообложения и так далее. Эксперимент по АУСН для 4 регионов России, в том числе для Татарстана, еще один смелый шаг к новым возможностям. Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану уверено, что такой специальный налоговый режим может быть интересен, например, тем же самозанятым, которые хотят расширить свой бизнес, возможно, нанять дополнительный штат работников. Он позволяет налогоплательщику существенно сократить издержки, связанные с налоговым учетом, расчетом налогов, уплатой налогов, и тем самым освободить средства для развития своего бизнеса. В чем суть? В том, что АУСН фактически бесконтактный налоговый режим. Предпринимателю в данном случае не нужно лично сдавать отчеты, заполнять какие-то декларации. Сумма налога высчитывается автоматически, исходя из данных, которые поступают с касс, банковских счетов и личного кабинета налогоплательщика. Соответственно, одно из условий применения этого режима – все выплаты должны быть в безналичной форме, а счета в уполномоченных банках. Эксперимент в Татарстане действует с 1 июля этого года для вновь создаваемых компаний, а с января 2023 года новый налоговый режим будет доступен для действующих предприятий. Критерии, помимо уже обозначенных: годовой доход не более 60 миллионов рублей, численность работников не более 5 человек, остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей, отсутствие у организации филиалов и обособленных подразделений. Ирина Ахметвалеева из Казани продвигает собственный IT-стартап-проект. Ее компания получила грант Фонда содействия инновациям. Работы впереди предстоит много, для чего понадобятся дополнительные кадры, прежде всего программисты. А вот на чем бы хотелось сэкономить, так это на составлении налоговой отчетности. Тебе не нужно ходить в налоговую, сдавать кучу отчетности. По сути дела, банк синхронизируется с налоговой самостоятельно, и все происходит автоматизированно. Дополнительно высвобождаются денежные ресурсы в том плане, что не нужно платить страховые взносы. То есть я сейчас один единственный сотрудник, и в перспективе еще планирую программистов нанять, и, соответственно, за меня это будет делать бюджет. Мария Саддарова из Нижнекамска оказывает консалтинговые услуги среди клиентов, в том числе и представителей малого бизнеса. Выбрать автоупрощенку было продуманным и взвешенным решением. Все очень просто, максимально просто. Есть кабинет, где ты видишь, сколько тебе нужно заплатить. Тебе не нужно сдавать отчеты, потому что все это сдает банк. Ирик Зарипов нашел дело по душе, и оно связано с медом. Предприниматель говорит, хочется больше времени уделять профессиональной деятельности. АУСН не подразумевает вообще отчетности. То есть поступило сколько-то денег за месяц, все, налоговая сама посчитала, 8% и вывесила. Каждый месяц просто нужно нажать кнопку «Оплатить» или там, если ты что-то посчитал, посмотрел неправильно, подкорректировать.
Ставка по АУСН чуть выше, чем по обычной упрощенке, 8% или 20% в зависимости от объекта налогообложения. Зато есть ключевое преимущество. Предприятия практически полностью освобождаются от уплаты страховых взносов. Или правильнее будет сказать, что предприниматели в данном случае платят эти взносы по нулевой ставке. Нулевая ставка по страховым взносам приводит к тому, что серьезная выгода получается именно у тех лиц, которые не жалеют деньги на зарплату. Налоговый режим, безусловно, удобный, для многих предпринимателей подходящий, считает Сергей Карпухин, но в любом случае провести свои математические выкладки необходимо. Когда АУСН будет выгоднее обычной упрощенки, патенты и так далее. Расчеты несложные, говорят в ТПП. Так, если у бизнеса уровень рентабельности ниже 40%, выгоднее выбрать АУСН, объект налогообложения доходы минус расходы. Если выше 40%, просто доходы. Хотя эксперимент с АУСН в 4 регионах страны уже стартовал, предложения от предпринимателей по его улучшению уже поступают. На выездном заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам их озвучили депутаты и представители бизнес-сообщества. Среди предложений от Торгово-промышленной палаты увеличить численность работников с 5 до 10 человек, включить в него крестьянско-фермерские хозяйства, разрешить применение АУСН лицам, работающим по агентским договорам через маркетплейсы. Надо сначала поработать, посмотреть, минимум полгода, посмотреть, что... Поэтому я думаю, что многие уже сегодня в докладах сказали, что кто в виде эксперимента полгода перешел на эту систему, у них же нет предложений что-то менять. То есть они считают, что это выгодно. Данный налоговый режим он будет апробироваться, будет развиваться. И вот в 4 регионах в рамках развития этого налогового режима, думаю, что вполне возможны вероятные изменения в части снижения ограничений и поправок вместе законодательно к данному закону. Тимур Бекмурдин, Роман Безменов, Гульнара Миниханова, Александр Лихачев. 7 дней. А теперь к теме сельского хозяйства. В выпусках нашей программы мы стараемся как можно больше и чаще говорить как о достижениях, так и о проблемах татарстанских аграриев. В определенной степени холодным душем для них стал большой урожай этого года. Вы сейчас поймете, почему. Посмотрите на эти кадры. Не успели убрать. Подсолнечник и царица полей стоят в ледяном панцире. И дело тут не в разгильдяйстве и в неумении планировать. Погода самым суровым образом вмешалась в календарь уборки, обрушившись ледяным дождем. И такая же картина во многих регионах России. И это, конечно же, потери и в количестве, и в качестве. Кроме того, в августе-сентябре мы рапортовали о практически рекордных показателях. В республике собрали более 5 миллионов тонн зерна. Зерно действительно лилось рекой. Но тогда же говорили и о рекордном практически снижении цен, и о том, что закрома придется закрыть как минимум до декабря. Тогда был расчет на то, что ситуация на рынке традиционно изменится. Зимние цены пойдут вверх. Но этого не случилось. Татьяна Тимошенко о прогнозах на исход этого ледникового периода для наших производителей. Первый дождь прошел, получается. Он был полностью стебель весь вот так вот во льду, по кругу. А сейчас вот видите, солнце у нас садится потом, получается, в той стороне. И она, эта сторона солнечная, которая есть, она потихоньку подтает. На головы аграриев в этом году выпало слишком много. В прямом смысле. Уборку на полях должны были закончить до середины ноября, но обрушились проливные дожди. Техника увязала в земле. И сразу ледяной дождь, раз за разом накладывающий все новые слои. Такая ситуация во многих регионах. Если корзина будет безо льда, и стебель безо льда, вот так вот, все, его спокойно можно убирать. Ну, в пределах допустимости. Ну, я говорю, до полметра спокойно можно ездить, убирать. Убирать нельзя оставить. Где здесь ставить запятую — большой вопросительный знак. Неубранная кукуруза под коркой льда, словно елочная игрушка. О ней придется забыть. Сейчас просушить невозможно, уборка будет не раньше февраля. Масштабы ущерба, с моей точки зрения, должны переходить на федеральный уровень, потому что те суммы, которые аграрии потеряли и которые они недополучат, да, потому что на текущий момент мы можем сказать о Красном Востоке, да, нашей компании, мы оцениваем, что не менее чем на миллиард у нас зерна находится еще в полях. И мы понимаем, что весной то, что стоило, например, если убрать его в октябре и ноябре при наличии погоды, оно бы стоило 1 миллиард. Но
сколько останется стоять растений в марте. Это может как останется в районе 600 миллионов, так и в районе буквально 100-150. Нет и выгоды от продажи зерновых, урожай которых был практически рекордным. Продать его сейчас невозможно. Закупочные цены из-за избытка оказались ниже, чем в прошлом году, в 2 раза и еле прикрывают себестоимость. Учитывая понесенные затраты на посевную и уборочную кампании, с взлетом цен на технику, запчасти, стройматериалы, надежды на возможный хоть какой-то рост оказались заморожены. Цена на зерновые до сих пор находится на уровне 9-10 рублей. Цена на подсолнечник не превышает 25-26 рублей уже 2 месяца. Цена на кукурузу находится в районе 13-14 рублей. Оно никак не сможет компенсировать те потери, с которыми аграрии в этом году столкнулись. Мы подводим итоги нашей работы за год, фермеров и крестьянских подворий. У нас сейчас на складах зерна у фермерских хозяйств на 8 миллиардов рублей. Понимаете как? И что? Эти деньги должны лежать там, и они приносят что, убыток? Конечно, убыток приносят. А весной что будем делать? Пока что Минсельхоз страны говорит об экспортных рекордах зерна, намекая, что мировые цены подтянут и внутренние, но и такие перспективы в результате мировой зерновой переделки все равно остаются в тумане. Цена, на самом деле, из года в год, если вы посмотрите, да, то есть она в период урожая все равно немножко припадает. Вот. А дальше, когда у нас в зиму уходит, ну, по динамике небольшой рост наблюдается в любом случае. Да, сейчас в сравнении, наверное, скажем, с сентябрем чуть-чуть цена, ну, не намного, наверное, ну, чуть-чуть подросла. Вот. Дальше как рынок будет себя вести. Казалось бы, и переизбыток фуражного зерна можно было бы направить в зависимые производства, но и на птицефабриках, и животноводческих фермах все под завязку, столько не съедят. Если они знают, что завтра еще будет зерно, зерно начнет кончаться, условно говоря, после 20-25 января. Но до этого времени сейчас самая острая болезненная пора, когда все должны закупить запчасти, масла, средства защиты растений и удобрений перед следующим сезоном. И никто не сможет в тот момент, когда будет нормальная цена в феврале-марте, за короткие 20 дней приобрести тот объем, который нужен будет для проведения посевной. Здесь, в Кайбельском районе, еще 1,5 года назад было чистое поле, и ведут и планируют большую стройку, в том числе и молочные фермы, но это мощные вливания московского инвестора. Для тех, кто опирается только на свои силы, включен режим тяжелого ожидания. Такой год может быть происходить раз в 10 лет. И для аграриев это означает просто феноменальные убытки, которые, естественно, приводят к тому, что часть из них уменьшит свои посевные площади на следующий год, просто потому что не будут иметь средств для того, чтобы провести их. Для рынка это в первую очередь будет означать, что также производители и переработчики зерна, семечки, пшеницы, кукурузы будут, возможно, перекладывать эти затраты и недополученное сырье на конечного покупателя. Мы будем вынуждены на 23-й год сократить посевы. А у нас амбары полные зерна. Куда их девать? Сеять себе опять в убыток? Ну а фермеры и другие сельхозтоваропроизводители вынуждены под диктовку перекупщиков продавать зерно. Почему? А потому что мы, когда весной сажали зерновые, другие культуры, мы ведь занимали в банках кредиты. Что делать в краткосрочной перспективе у аграриев свои предложения? Включить механизм возврата экспортных пошлин или установить государственный ценовой минимум на зерно? Много не просят, хотя бы на уровне прошлого года. Пока что в федеральных органах больше говорят об насыщении внутреннего рынка и повышении уровня продовольственной безопасности. Что точно известно, в республике программы предыдущих лет будут работать. Вопрос сохранения посевных площадей, он все равно остается актуальным. Да? То есть единственные корректировки, возможно, будут внутри структуры посевных площадей. Может быть, увеличение там. Сегодня вот Минсельхоз России тоже ставит перед регионом задачу чуть-чуть увеличивать как бы посевные площади, корректировать там, ну, может быть, увеличение ячменя, снижение немножко пшеницы. Да?
Пока что на полях техника стоит на низком старте. Там, где это возможно, убирают по снегу. Временные окна, по прогнозам погоды, скорее хлопающие от сквозняка форточка. Если не успел, то опоздал. Волновать не надо, я говорил вам. То есть понимаю, что в этом году погода внесла свои коррективы в уборку, то, что затянулось. Но все равно мы уберем, все будет хорошо. По-любому уберем, заложим закрома, обеспечим хлебом, маслом нашу Россию. Все будет хорошо. Конечно, это то, что мы хотим услышать от аграриев, но сами сельхозпроизводители, понимая задачи, совершенно точно знают. Один в поле не воин, и надеются не только на погоду, но и на то, что и они будут услышаны. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Уходящий год стал объединяющим для мусульман не только России, но и мира. Весомым фактором для этого стал юбилей 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. В его рамках удалось сделать многое. Обратить внимание на то, до чего, скажем так, не доходили руки. Реставрируются религиозные учреждения, в частности, в Москве историческая мечеть, расположенная в Старо-Татарской слободе столицы. Строится медресе, а труды почитаемых богословов переиздаются. Что еще стало важным достижением этого года? Моя коллега Дина Газалиева спросила у Марата Хуснуллина. В интервью автору и ведущей программы «Татарстан Тудэй. Открытый миру» вице-премьер страны рассказал интересные детали и поделился своим мнением. В частности, и о том, почему присвоение федерального статуса Казан-саммиту имеет особое значение для республики. У нас так получилось органически, что 1100-летие принятия ислама плавно перешло в Казан-саммит, и когда было обращение президента Республики Татарстан Минихана в адрес президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о том, чтобы сделать это федеральным мероприятием, оно было, безусловно, поддержано. Более того, я лично разговаривал на эту тему с президентом. Президент действительно говорит, да, надо этим заниматься, тема важная, и организуйте все на хорошем уровне. С каким настроением завершается этот год? О планах на будущее, юбилее татарстанского Минстроя, восстановлении Крымского моста и многом другом. В итоговом выпуске «Татарстан Тудэй. Открытый миру» с Диной Газалиевой на ТНВ 24 декабря. Наследие – еще одно слово, которое мы часто употребляем в этом году. Не далее, как на прошлой неделе мы говорили о наших объектах ЮНЕСКО, которых в Татарстане, как известно, уже 3, а мы надеемся, будет и 4-й нашей обсерватории КФУ. Если это случится, они станут первым научным объектом, включенным в список от России. Есть в этом списке, кстати, еще один пробел. В нем нет объектов промышленного наследия. От России нет. Этот термин вообще не просто понять с наскока. Представляется поначалу некий товар, произведенный лет 100 тому назад. Но промышленное наследие – это скорее то, мимо чего мы ходим с вами по улицам. В той же Казани несложно отыскать примеры. Это полуразоброшенные, полуразвалившиеся здания бывших заводов и фабрик, которым в свое время и славился город. Неизгладимого впечатления они, как правило, не производят, и считать эти руины ценностью не принято. Когда доходят руки до территории, их, как правило, просто сносят и застраивают эти площади жильем. Но перемены происходят в первую очередь в среде специалистов, а значит, что они докатятся и до общества в целом. На прошедшем в Казани форуме ЮНЕСКО вместе с проблемами глобального потепления и восстановления Пальмиры обсуждали именно этот вопрос. Как сохранить наше промышленное наследие и как объяснить обществу его ценность? Мы не знаем, что будут делать в этой связи эксперты, но мы знаем, что делать нам, журналистам, рассказывать, что и попытался сделать Михаил Любимов. Первое, что приходит в голову при виде этой архитектуры – дворянский прибрежный особняк. Вот тут и был берег Волги в начале 20 века, когда это строили. Разве не лучшее место для губернатора, например? Но в этих стенах никогда не звучала музыка. Здесь не давали балов и не принимали гостей. Перед нами здание водозабора порохового завода. Промышленное здание.
Сообразить это самостоятельно ни издали, ни вблизи решительно невозможно. Поверить в это можно лишь увидев достаточно пустое содержимое этих стен. Служебно-технические блоки, машинное отделение и главный колодец. Снаружи именно то, что мы называем архитектурным и культурным наследием. Архитектору, имя которого достоверно неизвестно, явно было не все равно, на что будут смотреть проплывающие мимо жители и гости города. А ведь строили это в годы Первой мировой, закончили в 1916 году, строили спешно. Работавшему на полную катушку тогда пороховому заводу необходимо было срочно обзавестись собственным независимым от города водозабором. И архитектура тогда была инновационной, самая, что ни на есть, красивая. И такой стиль вот этот выработался промышленной архитектуры. Естественно, это все красный кирпич, очень изящная деталировка фасадов. Я мало знаю в городе промышленных зданий, которые были бы с такой любовью, с такой деталировкой вот выполнены. Архитектор и архиэксперт по нашему водному миру Павел Теняев – настоящий хранитель этого памятника. Водозабор сегодня в частных руках. Он принадлежит компании «Акбарс Девелопмент», которая, по счастью, совсем не заинтересована в дальнейшем разрушении памятника и сотрудничает с такими экспертами, как Павел. Один угол постоянно подмываемой возвышенности уже укрепили бетонными блоками. Но юго-восточный склон не пощадили ни волны, ни люди. Он разрушается слишком стремительно. Это не преувеличение. Вот этих трещин со стороны воды совсем недавно еще не было. Кому до этого есть дело? Кто займется этим физически? Наш герой займется. Берег, он был вот здесь. Вот так примерно проходил. И весь остров был обнесен габионом из камня. Но этот габион растащили местные жители на свои берегоукрепления. Вот я лично видел, как загружали моторные лодочки полностью камнями, вот полностью. Вот и она чуть не тонула, и куда-то там увозили. Ну, все, когда вот этот островок лишился этой защиты, он стал разрушаться. Ведь он собран просто из грунта. Неизбежно волны доберутся до здания. Ну, в общем, надо быстрее что-то делать. Потерять эти исключительные представления о красоте еще можно. Но на дворе уже не 90-е и не нулевые. И у собственника, как и у общества, есть теперь совесть. Предложения разные. Организовать здесь яхт-клуб или театр, проложить дорогу к острову. Неизвестны еще детали, но ясно, что жилым этот дом не станет. Он будет общественным. Ну а функцию, наверное, подсказывает само место. Но это же Волга. Это должно быть что-то связанное с Волгой. Это лицо города. По сути, это один из единственных объектов исторических, выходящих непосредственно на Волгу. Ну, в Казани больше почти нет. Промышленные предприятия, они это как реликты. Они исчезают, они не считаются ценными, и они живут только на том, что есть энтузиасты, которые это нравится, которые это любят и стараются это сохранить и развивать дальше в новой функции, в новом времени. Эти старые корпуса фабрики Алафузова в Кировском районе Казани знает, наверное, каждый. Если они и способны чем-то впечатлить проносящихся на скорости мимо горожан, то разве что своей хронической неустроенностью. Здесь, в этом месте, известном как льнокомбинат, кажется, всегда были руины, которые не достигали ничьих душевных струн.
Скучно, невзрачно, о чем тут печалиться. Но феромоны, как водится, все внутри. Ну, как бы для меня это ценно, поскольку я вообще сам кировчанин, я родился и вырос вот в доме через дорогу, у меня бабушка родилась, то есть у меня все детство проходило здесь. Предприниматель и продюсер Андрей Петулов, человек в Казани известный, основатель нескольких развлекательных заведений и автор множества творческих проектов. Но этот проект, без сомнения, самый творческий в его жизни. Идея родилась еще 10 лет назад. В 2013-м были приобретены 7200 квадратных метров бывших заводских площадей, да еще и земельный участок в 7200 соток земли тут же. Так и появился на свет новый ответ на вопрос, есть ли будущее у прошлого. Тому, что мы видим, сложно дать универсальное название, хотя оно существует. Перед нами лофт-фабрика Алафузова. Название историческое, потому что автор проекта влюблен в историю. Ну вот недавно мы придумали совершенно классное название, которое мы считаем очень отражает вообще, ну как бы нашу фабрика Алафузова. Это арт-реальность, где творческие объекты и явления имеют место и случаются. Каждое слово, оно отражает, что здесь происходит. Здесь действительно очень много разных арт-объектов. Вот. А этот цех, вот он уже как бы галерейного типа. Буквально в этом году мы начали вот экспонировать фотовыставки, но у нас сейчас уже расписан график выставок до конца, скажем, года, сезона. Залы эти все мы используем, что называется, сдаем в аренду под мероприятия. Мероприятия сами организовываем, различные совершенно мероприятия, начиная от детских дней рождения, заканчивая там стендапами или какими-то там вечеринками. Посмотрим вот на часы. Ручная работа, 56-й год. Подарили какие-то люди. Ну, то есть прям знакомые. Вот у нас вот, мол, там есть часы, не работают, место занимают, возьмите себе. Это комод, да, вот таких 2 одинаковых комода, например, старых. Сейчас начнешь искать. У меня жена требует его вернуть домой, но действительно не так много средств на это нужно. То есть это вот, ну, как бы стены привести в порядок, кирпич, полы хорошие сделать. Ну, вот, свет, дальше уже там и мебель. Это самый крупный в Татарстане проект редевелопмента, то есть использование промышленных территорий в иных целях. Отличительная черта таких проектов – сохранение внешней архитектуры при изменении внутреннего содержания. Внешне эта территория действительно нисколько не изменилась, еще и по той причине, что лофт занимает меньшую ее часть. На 19 тысячах квадратных метров заводских корпусов по-прежнему гуляет только ветер. То есть и этот проект есть куда масштабировать, не сходя с места даже. Масштабироваться, конечно, можно. То есть всю вот эту территорию бывшего льнокомбината, льнопредельных цехов можно было бы освоить и сделать здесь, ну, как бы вот как раз называют кластер или криополис. Ну, то есть, ну, опять же, в духе современных тенденций надо сделать так, чтобы здесь люди могли и жить, и работать, и отдыхать. Промышленное наследие имеет такую же ценность, как и любое другое. Старые цеха столь же важны, как и новые. И то, и другое развитие. Мы начинаем это понимать. Михаил Любимов и Дмитрий Шлемин. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания.
Здравствуйте, вы смотрите ТНВ. Наша команда подготовила для вас прогноз погоды на ближайшие 7 дней. Итак, новая неделя не будет отличаться стабильностью в погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана ожидается облачная и снежная погода. Резкий температурный спад обещает быть во вторник, днем до 12 градусов ниже 0. Снег по прогнозу пройдет с понедельника по четверг и в воскресенье. Как писал Афанасий Фет, снег да снежные узоры. В поле вьюга, разговоры, в 5 часов уж тьма, день коньки, снежки, салазки, вечер бабушкины сказки. Вот она, зима. На юго-востоке Татарстана в понедельник обещает пройти небольшой снег. Облачная погода без осадков прогнозируется в пятницу и субботу. Температурные качели понизят, а потом повысят в целом столбики термометров к концу недели. Так, в воскресенье ночью и днем до 7 градусов мороза снег, а во вторник до 12 градусов ниже 0. Зимой настоящий мужчина должен посадить елку, построить крепость и вырастить снеговика. В центральных районах республики в понедельник ожидается облачная погода, временами со снегом. Во вторник температура днем до 12 градусов мороза. К пятницу в целом повышение, а потом следует вновь понижение. Снег прогнозируют с понедельника по четверг, а также в воскресенье. Зима, она делает встречи короче, одиночество заметнее, но она делает слова теплее, поцелуй крепче, а любовь не зависит от времени года. На юго-западе Татарстана в понедельник по-прежнему облачно, местами снег. Во вторник мороз и солнце, день чудесный, но температура ночью до 12 градусов ниже 0. Без осадков и облачно в пятницу, в остальные дни местами прогнозируется небольшой снег. Как писал русский поэт Николай Некрасов, снежок порхает, кружится, на улице бело, и превратились лужицы в холодное стекло. На северо-западе республики и в Казани в понедельник небо затянет облаками. Местами прогнозируется снег, днем до 5 градусов мороза, без существенных осадков во вторник и пятницу. В остальные дни обещает пройти снег. Температура в целом придерживается волнообразного движения. Так, во вторник ночью до 12 градусов мороза, в четверг днем 1 градус ниже 0. Сообщаем вам, на дорогах местами гололедица и снежные заносы. Будьте осторожны. А еще зима подстегивает нас греть добро в своих руках и делиться им одним прикосновением. С вами был в эти минуты Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Смотрите ТНВ. Здоровья вам и сил.